Еще несколько месяцев назад некоторые товары можно было купить по приемлемой цене, однако сейчас цена на них вскочила на 15-20%. Причиной стал искусственный дефицит, который люди сами себе же придумали на фоне коронавирусной инфекции. Миф о том, что в республике закончился тот или иной продукт, разлетелся мгновенно. Одни в панике начали раскупать запасами, другие же решили на этом заработать состояние. Ажиотаж здесь начинается с утра, часов 6-7. Сейчас покупателей практически нет, зато продуктов на всех хватает. На дефицит не жалуются, однако цены на рынке действительно удивляют. Так, к примеру, лук практически не найти дешевле 40 рублей. Продавцы в один голос твердят, все дело в поставщиках. Подорожало, по 45, вот такая дороже. И нам приходится 5 рублей добавить. Сколько мусора там? А вы закупаете за 40, да? 45, девушка. А, 45. Я 3 раза сюда, 45 рублей. При любых изменениях стоимости продовольственных товаров продавцы в первую очередь сетуют на поставщиков. Задаешься вопросом, действительно ли так нестабильна их ценовая политика. Цены по сравнению с теми, что раньше были, чуть-чуть подорожали из-за того, что вот основные товары не производятся в нашей республике, а завозные. Это вот те люди, которые завозят, соответственно, там из-за того, что им приходится стоять на границах, они объезжают там больше 600 километров, чем раньше дорогу. Чуть-чуть повышение есть. А так мы пытаемся своими силами регулировать, чтобы роста не было такого ощутимого. В нашей республике есть же ГУП Сунджа, Сад-Гигант и Мукомольный. Мы готовы им предоставить торговые точки без арендной платы, чтобы они людям в такой трудный момент чуть-чуть подешевле привозили товар. Если многие предприниматели жалуются на поставщиков, из-за которых были вынуждены повысить цены, то нашлись и такие, которые не только не повысили расценки, но даже снизили их в преддверии месяца Рамадан. А огурцы, помидоры, цены не изменились? Нет, наоборот, отпустился. Очень хорошо. Было 170, теперь 120. А вот эти закрытые контейнеры – результат работы жадных людей, которые хотели заработать на панике. Продавали здесь свой товар по цене, если не в 2 раза выше, то в 1,5 точно. За то, что цены повысились. Лимон, миргаттым yaxshi ekan deb oldimdan o'sha daxil oladi. Shu konteyner, daxil oladi, yaxshi baxtli. Что должен типа проверки, мы оттягивали да, сразу так или кайр вقت дался, все себя помощь. Нас администрация хайла директор хайли. Понизить цены бог вышел. Впрочем, на ценовую политику, как утверждают предприниматели, влияет множество факторов, начиная от оптовых цен и заканчивая условиями у посредников и поставщиков. Однако увеличение арендной платы – важная составляющая. 12 часов метга ориентировалась واحد شخص. ناخذ جدز دياخش ناخسر دمج داخ ناخذ يدخل. تلكم مو واضح حتى بتقون بها صور بتكون عندي قش. أصور بعد فين تبتدي بس. ما صلحنا جزء. لا شيء ما بوش ناخذ مش شاطر تكون حتى وخش. خمتك أخشتي وبس. فتقدر يشاس. Различия в цене можно ощутить, как говорится, не отходя от кассы. Если у одного продавца килограмм огурцов и помидоров стоит 170 рублей, то уже в нескольких метрах от него их же можно купить за 120. Какие изменения в ценах ждут нас в дальнейшем, покажет время, ведь впереди намечается главный ингушский праздник Мархаш, где цены также взлетают. Сейчас хоть скачки и есть, но незначительные. Жалоб от покупателей здесь так и не заметили, как их самих покупателей. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.